Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Даяна Федорова. Здравствуйте. Институт утраты доверия в российском праве – это специальный правовой механизм прекращения трудовых или служебных отношений из-за совершения работником или чиновником поступков, которые заставили усомниться в его честности. О данной мере юридической ответственности за совершение коррупционного правонарушения мы сегодня поговорим. Наш гость студии Константин Агатоев, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики. Константин Семенович, здравствуйте. Добрый день. Утрата доверия – это просто кадровая формулировка или нечто большее? Утрата доверия, точнее увольнение в связи с утратой доверия, это не обычная кадровая процедура и не субъективная оценка работы специалиста его работодателем. Это мера юридической ответственности за совершение грубых коррупционных правонарушений, которые у нас установлено пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, а также детально отражена в Федеральном законе номер 273 о противодействии коррупции. Для органов прокуратуры это один из ключевых инструментов обеспечения законности на государственной и муниципальной службе. А эта мера ответственности касается только руководителей или рядовых сотрудников тоже? Закон не ставит в зависимость должность правонарушителя, будь это специалист отдела или руководитель. Эта мера ответственности применяется к государственным, муниципальным служащим, сотрудникам правоохранительных органов, а также к работникам государственных учреждений и корпораций, фондов и иных организаций, которые созданы для выполнения задач, поставленных перед государством. Если человек управляет государственным имуществом, если он распределяет какие-то бюджетные средства, имеет на то полномочия, то это, естественно, он является субъектом нашего надзора. А какие правонарушения прокуратура чаще всего выявляет? Практика прокурорского надзора показывает три основные группы нарушений. Во-первых, это неурегулирование конфликта интересов. Это, приведу пример, это когда муниципальный или госслужащий имеет полномочия по распределению бюджетных средств, к примеру, заключение государственных контрактов, муниципальных контрактов, или имеет право премировать сотрудников. И если он данные функции, которые я перечислил, исполняет в отношении своего близкого родственника, который является для него подчиненным или участник конкурсной процедуры, это у нас является конфликтом интересов. Во-вторых, это предоставление недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Это справки о доходах, которые ежегодно декларируются государственными и муниципальными служащими. В данном случае укрытие имущественных активов, их неотражение сознательное, их переписывание на других лиц, это также является нарушением, которое может привести к увольнению по утрате доверия. И в-третьих, это нарушение антикоррупционных запретов. Это, например, когда государственный или муниципальный служащий является по совместительству руководителем коммерческой организации или ее учредителем, что, естественно, ставит под сомнение его интересы как представителя власти. А как происходит процесс? Достаточно ли руководителю просто заподозрить сотрудника своего? Конечно, нет. Закон требует соблюдения процедуры. Более того, органы прокуратуры следят, чтобы эта процедура была неформальной. Работника при выявлении данных фактов необходимо провести специальную соответствующую проверку, необходимо его опросить, чтобы установить все детали данного события, установить, действительно ли есть грубое нарушение.
Прокуратура при выявлении, самостоятельном выявлении данных нарушений самостоятельно реагирует. То есть мы вносим представление об устранении нарушения в адрес работодателя, у которого на трудоустроен тот или иной государственный или муниципальный служащий, который совершил грубое коррупционное правонарушение. Мы требуем проведения соответствующей проверки в отношении него, вынесения приказа, ознакомления его, имеется в виду соблюдение всей процедуры привлечения к ответственности, чтобы объективно установить факт, подтвердить или объективно опровергнуть факт совершения им коррупционного правонарушения. Здесь также важно понимать, что если руководитель знает о коррупционном проступке подчиненных, однако никаких мер к его урегулированию или к его раскрытию не принимает, он также становится у нас буквально соучастником данного грубого коррупционного правонарушения, и мы в данном случае также обязаны будем давать оценку этому. Константин Семенович, мы часто слышим о так называемом черном списке коррупционеров. Скажите, насколько он эффективен на практике? Здесь речь идет о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, который ведется Минтрудом России. Это не черный список в обывательском понимании, это официальный государственный инструмент профилактики коррупции. Мы, как органы прокуратуры, регулярно проверяем его наполняемость, то есть мы сверяем списки уволенных в связи с утратой доверия лиц и имеются ли они в этом федеральном реестре. Последствия попавшего в реестр человека весьма серьезны, поскольку там вносятся данные фамилия, имя, отчество, должность, которую он занимал, основания, по которым он был уволен, да, государственный орган или фонд, корпорация, где он ранее работал, должность его, как я уже сказал. И данная информация в дальнейшем не позволит ему, размещение в этом реестре не позволит ему в дальнейшем трудоустроиться в органы государственной власти, в органы муниципальной власти, а также на работу в госкорпорации. Это создает барьер в дальнейшем для человека, который допустил серьезные, грубые нарушения коррупционного законодательства на его дальнейшее трудоустройство и доверие ему со стороны общества и органов власти. А если этот человек трудоустроится, например, в частную компанию, этот реестр как-то проверяют? Да, этот реестр, он является открытым, общедоступным. То есть любой человек может в интернете найти его, посмотреть, забить фамилию, проверить имя, отчество, должность. И участвующий, крупный бизнес, который участвует, например, в государственных закупках, да, или какая-нибудь организация, которая работает в таких сферах, как банковское страхование, да, для них очень важна их репутация перед органами госвласти, перед обществом, да. И, например, в случае трудоустройства данного человека в такие организации, они также проверяются через этот список, и на наличие данного человека в списке тоже может являться основанием для отказа в его трудоустройстве, поскольку репутационные риски для бизнеса в данном случае очень высоки. А если госслужащий попытается избежать ответственности и уволиться по собственному желанию? В данном случае у нас имеются полномочия, представленные нам федеральным законом номер 273 о противодействии коррупции. Это статья 13.5, конкретно об этом говорит. Здесь прокурору предоставлены полномочия по выявлению таких фактов. На самом деле там процедура какая? В случае, если в отношении государственного служащего начата соответствующая проверка на выявление признаков совершения им коррупционного правонарушения, и он, не дожидаясь этой проверки, увольняется, или после того, как он был ознакомлен с докладом, но не был подписан приказ о применении к нему дисциплинарного взыскания, он увольняется.
по собственному желанию, по собственной инициативе. В данном случае работодатель в соответствии с частью 4 этой статьи обязан направить все материалы проверки в органы прокуратуры в течение 3 дней. Органы прокуратуры, в свою очередь, мы уполномочены рассмотреть эти материалы проверки. И при наличии оснований, если все действительно объективно подтверждается, мы можем в рамках этой проверки еще какие-то дополнительные документы запросить, исследовать, опросить человека повторно, да, что-то более объективную оценку дать совершенному правонарушению. Если имеются основания, мы обращаемся в суд с исковым заявлением. То есть человек может быть уволен уже полгода назад, а мы обращаемся с иском в суд, и основание его увольнения через суд меняем с увольнения по собственной инициативе на утрату доверия. Данные исковые заявления органами прокуратуры республики уже предъявлялись еще с 2024 года. Положительная судебная практика по таким исковым заявлениям у нас уже сформирована, поэтому избежать ответственности, написав заявление или рапорт об увольнении по собственной инициативе, уже не получится. Подводя итог нашей с вами беседы, реально ли работает институт утраты доверия? Безусловно, утрата доверия по смыслу закона предполагает невозможность дальнейшего продолжения трудовых или служебных отношений. То есть, как предполагается, что если работодатель в лице государственного органа или органа местного самоуправления и так далее утратил доверие к работнику, он подлежит увольнению. То есть это у нас также установлено, как я уже сказал, статьей 81 Трудового кодекса и регламентировано федеральным законом номер 273. И данная мера ответственности не ставит в зависимость выслугу лет, не ставит в зависимость наличия каких-либо заслуг по работе, каких-то достижений там, и так далее. Если сотрудникам было допущено грубое коррупционное правонарушение, которое единственная мера законом установлена, которая это увольнение в связи с утратой доверия, там, несмотря на то, насколько человек ранее хорошо себя показывал, он будет уволен в связи с утратой доверия, потому что это очень серьезные нарушения, которые ведут к очень серьезным последствиям. Константин Семенович, спасибо вам большое, что сегодня более подробно рассказали нам о данном виде ответственности, действительно за него, за содеяние которого, да, большая, серьезная ответственность предстоит. Спасибо вам большое, что сегодня были с нами. Вам спасибо. Всего доброго. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи.